12 августа 2008 года на встрече президентов России и Франции, уже подключился президент Франции Никола Саркози, поскольку Франция была председателем Евросоюза, был согласован 6-пунктный мирный план. 13 августа этот план был, съездил в Тбилиси и согласован был с Саакашвили. Заключение одного пункта, который оказался решающим во всей этой драме. Вот. И 14 августа план был подписан в Кремле президентами Абхазии и Южной Осетии, Какой-то и Багапшем. Вот. А 15 августа президентом Саакашвили в Тбилиси. 16 августа президентом России Дмитрием Медведевым. План был подписан. Он включал 6 пунктов. Первый. Не прибегать к использованию силы. Окончательно провести военные действия. Свободный доступ к гуманитарной помощи. Вооруженные силы Грузии возвращаются в места постоянной дислокации. Вооруженные силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. И 6. Создание международных гарантий по обеспечению безопасности и стабильности в Абхазии и Южной Осетии. Очень важный пункт. Причем существует 2 текста. Один текст русский, где написано об обеспечении гарантий по обеспечению безопасности вокруг Южной Осетии и Абхазии, а в английском-французском в Абхазии и Южной Осетии. По этому поводу, вот где находится миссия, вот уже миссия Евросоюза, которая должна была находиться здесь, должна по версии европейцев быть в Абхазии и Южной Осетии, а по версии россиян вокруг Абхазии и Южной Осетии. Что и произошло по факту. Кстати, вот этот роковой 7-й пункт, который был исключен Саакашвили из этого плана, пункт гласил: начало международного обсуждения о вопросах будущего статуса Южной Осетии и Абхазии. Саакашвили его зачеркнул просто. Это было роковым действием, которое уже сыграло свою роль, роковым для Грузии, естественно. И для нас это было, конечно, очень важно, что он не пошел на уступки по обсуждению будущности Абхазии и Южной Осетии, которые открывали все возможности, в том числе признание, выход из Грузии. Вот. Он зачеркнул это, и когда объявлял Медведев, президент Медведев объявлял признание Абхазии и Южной Осетии, он сказал, что тем самым Грузия нанесла смертельный удар своей государственности. Это он четко подчеркнул, что именно этот пункт оказался роковым для Грузии. Но, тем не менее, все продвигалось своим чередом. 20 августа парламент Абхазии обратился к России с просьбой признать независимость Абхазии. 21 августа Всенародный сход Абхазии поддержал это обращение. 25 августа 2008 года Совет Федерации России принял обращение к президенту Дмитрию Медведеву о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. И в тот же день Государственная Дума Российской Федерации приняла аналогичное обращение к президенту России. 26 августа президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что нападение Грузии на Южную Осетию и Абхазию не оставило России иного выбора, кроме как признать Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. 26 августа 2008 года Республика Абхазия и Республика Южная Осетия были признаны Россией как суверенные государства, а 9 сентября Россия установила с обеими государствами официальные дипломатические отношения. 8 сентября французский президент Саркози в сопровождении представителя Евросоюза прибыл в Подмосковье для переговоров с Медведевым. Он сказал, что встреча очень важна для вопроса мира и безопасности, и за это время произошли важные события. Цитирую Саркози, в частности, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Было решено добавить 3 пункта к предыдущему соглашению. Первый пункт касался порядка вывода вооруженных сил на линию, предшествующего начала боевых действий, международное механизм наблюдения, во втором пункте, а по 3-му пункту будет развернута наблюдательная миссия Евросоюза с 1 октября из 200 наблюдателей. Опять же, было несогласие между русским текстом и французским, вот именно в этой части, где будут расположены наблюдатели Евросоюза, в Абхазии, Южной Осетии, либо вокруг них. 25 октября президент России Дмитрий Медведев назначил Семена Вячеславовича Григорьева, которого мы ждали, послом России в Абхазии, а 14 ноября Игорь Муратович Ахба, по посланию президента Республики Абхазия Багапш, был назначен первым послом Абхазии в России. 16 декабря 2008 года Сергей Ильич Багапш принял верительную грамоту российского посла, а 16 января 2009 года Игорь Муратович Ахба презентовал свою верительную грамоту президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 1 мая 2009 года в Сухуми начал работу на постоянной основе посольства Российской Федерации в Абхазии. Начался отчет новой истории взаимоотношений великой державы Российской Федерации и Республики Абхазия.
17 сентября 2008 года в Москве был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Абхазией, в котором, в частности, предусматривалось сотрудничество в экономической, правовой областях, а также в области обеспечения безопасности, включая строительство и использование военных баз. Ныне между Абхазией и Россией подписано более 80 межгосударственных соглашений, охватывающих практически все сферы сотрудничества. 24 ноября 2014 года в Сочи президентами Абхазии Рауль Жумовичем Хажимба и президентом России Владимиром Путиным был подписан договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве. В развитии этих статей 4 договора 11 марта 2015 года главы МИД Абхазии и России подписали в Москве по итогам переговоров меморандум о механизме реализации координированной внешней политики. Я цитирую: «Россия будет продолжать оказывать всяческую политическую и практическую помощь в упрочении международной позиции Абхазии», как сказал глава МИДа России Лавров. В том числе продолжим готовить дипломатические кадры для Абхазии в МГИМО и Дипакадемии. Документ подразумевает оказание помощи в расширении круга стран, признавших Абхазию, а также помощи о вхождении Абхазии в главнейшие международные институты. Завершая свое выступление, хочу сказать, что самыми важными политическими итогами всего этого нелегкого и драматического процесса стало появление на карте мира двух новых государств – Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, которые являются надежными союзниками и партнерами Российской Федерации. Установился прочный мир в Западном Закавказье и в Кавказе в целом. И что также важно с точки зрения региональной безопасности, поставлен прочный заслон на пути проникновения военной машины НАТО на Кавказ. Вот это, пожалуй, самые главные итоги той великой для нас даты 26 августа, которую мы сегодня отмечаем. Спасибо. За эти 8 лет понимание, которое существует у российских и абхазских властей, оно углубилось. И с каждым годом мы пропорционально видим сокращение вещей, которые можно назвать непродуманными. То есть есть более уважительное отношение к партнеру, есть более адекватное стремление решать те проблемы, которые наметились путем диалога, и самое главное, диалога взаимоуважительного и взаимовыгодного. Безусловно, огромную роль сыграли те инвестиции, скажем так, на правительственном уровне, которые Российская Федерация предоставляла Абхазии, и результаты использования многих из них мы видим. И здесь это тоже немаловажно, потому что облик Абхазии послевоенной стал стремительно меняться, особенно стремительно вот за эти последние 8 лет. И в том числе и нынешний туристический бум, и повышение общего интереса к Абхазии, это тоже адекватный результат вот этих совместных действий. Безусловно, если мы говорим теперь уже не том, что состоялось, а мы говорим о перспективе, то в перспективе нужно решить 4 вопроса, которые представляются наиболее принципиальными. Вопрос первый, российскому руководству нужно совершенно четко определиться с тем, что у него есть одна генеральная линия в отношении Абхазии. К сожалению, мы сейчас нередко наблюдаем, что существует такой совершенно неуместный плюрализм мнений, так сказать, в разных эшелонах российской власти, и если он в публичное пространство не выходит, то в непубличном пространстве он совершенно осязаем. То есть без вот этого единого курса совершенно невозможно органичное дальнейшее развитие отношений. Понятна и причина этого, то есть у многих представителей российской элиты все-таки есть ощущение Абхазии, если уж не как субъекта Российской Федерации, то по крайней мере как какого-то протектората, которым можно управлять извне. Вот если адекватно развивать отношения, от этого ощущения нужно избавляться. Еще нужно избавляться от подходов к Абхазии с точки зрения такого реалполитик, то есть можно манипулировать какими-то группами и добиваться результата. Это не та страна, не тот регион, где такая политика может привести к какому-то адекватному результату. С другой стороны, вторая
как бы ключевая проблема для развития отношений, выстраивание их на долгосрочную перспективу, адекватное планирование того, что происходит и в сфере экономического взаимодействия, и социального, и культурного, потому как сейчас и Российская Федерация, и Республика Абхазия равным образом находятся в сложной ситуации. В той или иной степени проходят испытания и глобальным кризисом, который в экономике происходит, и теми санкциями, которые сейчас существуют против Российской Федерации. И вот умение выстраивать взаимодействие в кризисных условиях, это прежде всего умение планировать точно на перспективу и определять приоритеты. То есть в данном случае это относится и к Российской Федерации, и к Республике Абхазия. Третий момент очень важный, который совершенно точно должен быть реализован, это как бы осознание, что системные отношения не строятся исключительно на экономике, не строятся исключительно вокруг проблемы того, можно ли приобретать в Абхазии собственность или нельзя, или сколько там можно денег перечислять и нужно, и вообще как бы какой от этого должен быть порог. То есть здесь нужно работать системно и нужно формировать на перспективу должное взаимодействие между элитами через образовательные проекты, через научные проекты, через формирование такого своеобразного диалога менталитетов. И здесь как бы естественно, что ментальные особенности Российской Федерации и Абхазии где-то должны притираться и находить общие точки соприкосновения. Ну и, наконец, важный четвертый момент. Нужна, по крайней мере, совершенная определенность, и, может быть, это не в форме там какой-то идеологической установки, не в форме целевой программы, определенность даже не у власти Абхазии, определенность у общества в Абхазии, как общество видит дальнейшее развитие. И речь здесь идет даже не столько о многочисленных, как я бы сказал, информационных вбросах, о том, что есть мнение, что надо там присоединиться к Российской Федерации или не присоединяться. Это пока полемика, которая вовне. Нужно на глобальном уровне определиться, как, не побоюсь в данном случае этого слова, мы видим перспективу, в данном случае нашей страны, Абхазии, как независимого государства. То есть видим ли мы ее только в том, что у нас есть один большой стратегический партнер, и там несколько партнеров чуть поменьше, или мы видим в перспективе какие-то более широкие системные взаимодействия. И эти системные взаимодействия, это важно понимать, совершенно не означают отказа от взаимодействия с Российской Федерацией. То есть здесь все можно выстроить на адекватной основе и работать в общих интересах. Но здесь нужно понимание того, то ли мы занимаем позицию, так сказать, улитки, которая забралась в какой-то российский панцирь, из него вылезать никуда не хочет, то ли как бы мы хотим посмотреть на свои перспективы как независимого государства, более широко открытыми глазами. Ну и если резюмировать, за эти 8 лет очень многое сделано, построен фундамент, а фундамент это, как известно, самая трудная часть здания, но теперь нужно не испортить уже то, что сделано. Нужно стены этого здания, стены российско-абхазского взаимодействия возвести таким образом, чтобы получился дом, в котором комфортно обоим сторонам этого процесса. Сегодняшний вопрос, который бы я хотела обсудить, он касается области и сферы образования и науки. Что было достигнуто именно в этом направлении за эти 8 лет? Российско-абхазское гуманитарное сотрудничество, в том числе и в сфере образования и науки, конечно же, имеет богатые исторические традиции и уже на протяжении многих лет демонстрирует свое устойчивое развитие вне зависимости от политической конъюнктуры. На качественно новый уровень двусторонние отношения
в области образования уже выходят после признания Российской Федерации государственной независимости Республики Абхазия. И краткую справку такую дам. В 2012 году было подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области образования. В 2014 году договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, где уже пункты 20 и 21 этого документа и определяют взаимодействие между государствами в образовательной сфере. Недавно всем известно, Кабинетом министров Республики Абхазия был одобрен и проект соглашения между Абхазией и Россией о взаимном признании образования и квалификации. И, конечно же, это даст возможность расширения связей в области образования двух государств, в том числе и во взаимном признании дипломов. Тем более, что, к сожалению, закон об образовании в республике еще не принят. Согласно документам вышеназванным, можно определиться с приоритетными направлениями сотрудничества между двумя государствами. Во-первых, это установление и развитие, конечно же, прямых связей уже между образовательными учреждениями, научными организациями, в том числе и по вопросам разработки совместных образовательных программ. Во-вторых, подготовка кадров в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования. В-третьих, это расширение академической мобильности посредством реализации уже обмена обучающимися и научно-педагогическими работниками. И четвертое, это обмен информацией и опытом по вопросам государственной политики в области образования и развития систем образования. Сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Абхазия в сфере образования с каждым годом расширяется, укрепляются личные контакты, укрепляются профессиональные контакты, проводятся различные тренинги для преподавателей, предметников, курсы повышения квалификации, реализуются совместные проекты, которые посвящены в том числе и истории России, посвящены русскому языку, литературе. Традиционными стали, конечно же, дни русского языка и литературы в школах Абхазии, и также празднуется празднование единого дня русского языка в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Продолжать содействие в развитии программ по обмену достижениями в области науки, в сфере культуры, в частности, например, в изобразительном искусстве, там, театр, кино, сохранение и охрана историко-культурного наследия. И, на мой взгляд, наверное, это наиболее перспективное, это содействие академической мобильности студентов, академическая мобильность магистрантов, аспирантов. Есть возможность разработать систему для развития педагогических компетенций, ну и, конечно же, это совместные образовательные программы, которые в дальнейшем дадут свой результат. И в этом случае несколько учреждений образования смогут, конечно же, кооперироваться между собой и привлекать уже квалифицированный педагогический состав как с одной, так и с другой стороны. Опять же, повторюсь, разрабатывать совместные образовательные программы, совместные образовательные стандарты разрабатывать и реализовывать научные проекты. Конечно же, существуют и проблемы в академической мобильности обучающихся, которые прежде всего продиктованы актуальным этапом процессов оптимизации национальных систем образования наших государств. В настоящее время расширение российско-абхазского гуманитарного сотрудничества и содействие установлению уже прямых контактов между учреждениями образования, между молодежными организациями общественными, между предприятиями, которые работают в образовательной и научных сферах, можно считать на сегодняшний день все-таки достигнутой. Как Российская Федерация, так и Республика Абхазия продолжают успешное поступательное развитие равноправных конструктивных отношений, в общем-то, в целях достижения качественно нового уровня области образования и науки. Когда Абхазия зависла в неком неопределенном международно-правовом статусе после войны, ситуация послевоенного вот этого как бы безвремени, да, когда невозможно ведь на самом деле было ничего сделать, потому что никто ничего не понимал, что будет завтра, да?
Какие могли быть серьезные экономические проекты в Абхазии 97-98 года? Никто не понимал, что будет завтра. Будет ли завтра война? Будет ли завтра признание? Что будет? Да? И никто вот этого психологического момента не учел. Да? В Москве считают, что пожалуйста, да, давайте вот так и делать, так и надо. Второй момент. Никто действительно не учел, что, допустим, если мы принимаем закон, если действительно настаивать и на либерализации рынка недвижимости в Абхазии, то это надо настаивать с учетом местных особенностей, потому что маленькая территория, плотность населения, опасность, если мы говорим, там, допустим, вообще землю вообще трогать нельзя, потому что опасность вывода земли из сельхозоборота возрастает просто в разы, если просто принять это. Значит, никто этого не учел. К сожалению, мы получили некие определенные напряжения в отношениях. И, наконец, что я должен сказать, это в России происходит бюрократизация этих отношений. В каком смысле? В том смысле, что люди, ответственные за эти отношения, к сожалению, часто не имеют к Кавказу и к Абхазии никакого отношения. Одного из довольно актуальных, на мой взгляд, на сегодняшний день возможных направлений абхазо-российского сотрудничества, связанного с реализацией транспортно-логистического потенциала Абхазии. Конечно, это направление не могло вообще возникнуть, если бы не было 26 августа 2008 года, когда Россия признала Республику Абхазия. Это поистине день эпохальный для нашей страны. С 2008 года, со времени установления дипломатических отношений между Абхазией и Россией, было заключено большое количество соглашений, обеспечивших прочный фундамент для поступательного развития республики. Мы видим, что процесс расширения двустороннего абхазо-российского сотрудничества достаточно интенсивно развивается. Но вместе с тем Абхазия не может не быть заинтересованной в развитии сотрудничества с близкими России союзными государствами. Речь идет в первую очередь о государствах, организованных в рамках Евразийского экономического союза. И вот именно это направление, возможные перспективы подключения Абхазии в Евразийский интеграционный проект или процесс, открывает особое направление, я считаю, возможного российско-абхазского сотрудничества. Какие выгоды Абхазия могла бы извлечь из своего возможного участия в интеграционном процессе? Понятно, что Абхазия является расположена в очень геополитически, геостратегически важном регионе. То есть это и коммуникации, это и взаимодействие с республиками Северного Кавказа, это Черное море, выход в море. И одним из направлений может быть, которое могло бы позволить реанимировать транзитопотенциал Абхазии, это развитие портовой инфраструктуры. Как уже не раз высказывались, перспективным в этом отношении, как для экономики Абхазии, так и для экономики России, может стать строительство глубоководного морского порта в Восточной Абхазии, в устье реки Кодор. Этот порт мог бы стать важным транзитным логистическим пунктом, через который российские компании получили бы возможность для экспорта своих товаров, та же нефть, нефтепродукты, металл или лес, за рубеж, а иностранные производители, в свою очередь, могут получить доступ к российскому рынку. Тут возможно создание специальной особой экономической зоны. Парламент уже, насколько известно, принял закон соответствующий. Кроме того, серьезный экономический стимул для строительства вышеупомянутого грузового порта может дать наличие транспортного автомобильного сообщения Абхазии с Северным Кавказом. Направление дороги остается предметом обсуждения, как известно еще. Речь может идти о дороге по направлению Сухум-Черкесск, это военно-сухумская дорога. Существует также, как известно, потенциальный альтернативный вариант дороги на Северный Кавказ по направлению железной дороги Очимчира Северный Приют. Эта дорога может иметь существенный экономический эффект с учетом ее привязки именно к порту в устье Кодора.
Возможно также и строительство железной дороги по этому направлению, то есть на Северный Кавказ. Эта дорога будет иметь также и военно-стратегическое значение. Но несомненно, что функционирование такой дороги могло бы дать толчок для развития Восточной Абхазии, да, то есть от Чимчиры до Кварчала в первую очередь. И таким образом устранить имеющиеся диспропорции в развитии двух регионов Абхазии основных. Также очень важно именно автомобильная дорога, также, да, которая могла бы связать Северный Кавказ с Восточной Абхазией. И, в свою очередь, создать условия для полноценного задействования Сухумского аэропорта. Но эксплуатация аэропорта в перспективе позволит решить для экономики Абхазии несколько задач. Это, опять же, создать условия для притока туристов в Восточную Абхазию и уменьшить поток через российско-абхазскую границу по реке Псоу. Ну, конечно, при реализации любого крупного инфраструктурного проекта важным приоритетом для абхазского государства, безусловно, должно быть его соответствие государственным интересам Абхазии.